В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Каким будет бюджет страны в ближайшие 3 года, правительство России рассмотрит проект завтра. Некоторые учащиеся столичных школ перейдут на очную форму обучения. Каких еще изменений ожидать со следующей недели? Якутскую этнодраму «Пугало» показали на российском кинофестивале «Кинотавр». О чем эта картина и кто сыграл главную роль? – 65 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. По-прежнему больше всего заболевших в столице – 32 человека. Остальные случаи в районах республики. В Мегино-Кангаласском – 12, в Мирнинском и Среднеколымском – по 7, в Имиконском, Татинском – по 2. В Алданском, Намском, Сумтарском районах – по 1 случаю. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За сутки от COVID-19 скончался 1 человек. Между тем, в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Связано это с началом учебного года в детских садах и школах. Как отмечают специалисты, на территории Якутии циркулируют вирусы парагриппа и аденовирусы. Также в республике продолжается прививочная кампания. Более 76 тысяч якутян уже получили прививки от ОРВИ и гриппа. Бесплатную вакцинацию можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы. Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась на 117 гектаров. За сутки возник 1 очаг, 10 удалось потушить. По оперативным данным авиалесоохраны в регионе действует 23 природных пожаров. С огненной стихией боролись более 350 человек и 76 единиц техники. Из-за отсутствия умеренных осадков и учитывая возможность усиления западного, северо-западного ветра, существует вероятность задымления в 5 населенных пунктах на территориях Усть-Алданского, Татинского и Чурапчинского районов. И как только что стало известно, угроза населению от лесных пожаров в Татинском районе отсутствует. Фотография с заревом от лесных пожаров в районе распространилась в социальных сетях накануне. По информации авиалесоохраны, зарево могло исходить от очага, действующего в отдалении от сел Кые и Харбелах. Сейчас пожар площадью 270 гектаров локализован. Проводятся работы по его полному устранению. По словам начальника авиалесоохраны региона Владимира Леонова, над устранением пожара в этом районе работает около 30 человек и 3 единицы техники. К другим темам правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на последующие 3 года на ближайшем заседании, которое состоится завтра, 16 сентября. Об этом накануне сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. В целом одобрены основные параметры прогноза социально-экономического развития. В среду весь бюджетный пакет законопроектов. Мы выходим на финишную прямую в подготовке проекта федерального бюджета на следующие 3 года. Он призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент. Кроме того, правительство уточнило методику расчета субвенций из федерального бюджета субъектам для борьбы с пожарами. Михаил Мишустин напомнил, что в этом году в ряде регионов ситуация с лесными пожарами была достаточно напряженной. За счет субвенций субъекты смогут обеспечить объемы закупки противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования. Коллектив Минэкологии Якутии присоединился к ежегодной акции. Они озеленили заброшенный карьер на 45-м километре Вилюйского тракта. Сколько удалось высадить деревьев, знает Полина Долинская. Общественники республики во 2-й раз присоединились ко всероссийской акции «Сохраним лес-2020», основная цель которого – воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – российскому лесу. Местом высадки, как и в прошлом году, выбран заброшенный карьер на 45-м километре Вилюйского тракта. Прямо сейчас за моей спиной проходит подготовка поля, где сегодня будет высажено более 500 саженцев сосны.
Этот участок был выбран исходя из того, что это старый разработанный карьер, и на нем возобновление идет очень плохо. Поэтому лесничий Якутского лесничества подобрал этот участок, и, соответственно, мы помогаем сейчас природе в восстановлению. Плодородный слой почвы был в свое время уничтожен, так скажем, и, соответственно, лес на нем не произрастает. На песчаной почве этого объекта в основном озеленение происходит с помощью саженцев сосны, так как они более неприхотливые. Но прежде чем что-то посадить, надо что-то вырастить. Саженцы выкапывают на участках, расположенных в зоне линии электропередач, тем самым одновременно решая две проблемы. Взяты все разрешительные документы, совместно выкапываем с департаментом по лесным отношениям, которые также принимают участие и поддерживают проведение этой всероссийской акции «Сохраним лес». Место было выделено надзорными, органами. То есть по принципу того, что вновь произрастаемые растения, они легче будут приживаться уже на рекультивируемых землях. В прошлом году силами 300 активистов было высажено более 2000 саженцев, из которых прижилось порядка 70-80%. В этом году, в связи с введенными ограничительными мерами, участие в этой акции смогли принять гораздо меньшее количество людей, которые слаженной работой продемонстрировали, что главное не количество, а качество. В этом году участие принимали подведомственные учреждения и аппарат министерства, байк-клуб «Ночные волки» и другие. Активисты «Молодежка УНФ» совместно с ДСАФ города Якутска, кроме содействия по высадке, развернули полевую кухню. Данный проект оказывает благоприятное влияние на улучшение экологической обстановки республики, а также развивает ответственное отношение к природе. Ведь леса украшают нашу землю. Они учат понимать прекрасное. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Власти региона планируют упростить критерии выдачи ипотечных продуктов под индивидуальное жилищное строительство. Этот вопрос накануне обсудил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков с представителями банковской сферы и курирующими министерствами и ведомствами. По информации министра строительства Якутии Павла Кылатчанова, Якутия в числе лидеров по выдаче кредитов на Дальнем Востоке. Уже выдано более 12 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Вместе с тем министр отметил, что в этом году наблюдается снижение выдачи ипотечного продукта под жилищное строительство на 8%. И здесь очень важно, чтобы те проекты, которые мы сейчас видим, как разрабатываются, чтобы типовые проекты фондировались банками по ипотеке в ускоренном порядке. То есть это какие-то проекты, которые мы сейчас называем такими эталонными, мы их просматриваем, они все проходят через экспертизу, они все проходят через наш стройкомплекс, соответствующее качество этих проектов должно быть обеспечено, чтобы банки могли с легкостью выдавать под них средства, не рискуя выдачи под какие-то отдельные проекты, не связанные, и рисковать вводом этих домов частных. Поэтому здесь мы хотим, конечно, эту процедуру немножко таких коробочных, стандартных, быстрых решений предоставить для того, чтобы банкам было легко и просто с этим работать. И, соответственно, скорость выдачи ипотечных займов на индивидуальное жилищное строительство у нас бы увеличилась. Материнский капитал в следующем году проиндексируют на 3,7%. Таким образом, размер выплаты вырастет до 483 тысяч рублей на первого ребенка и 639 тысяч рублей на второго ребенка. При этом, как пояснили в Минтруде, если семья уже получила мат-капитал на первого ребенка, то на второго она получит доплату в размере 155 тысяч рублей. Всего на материнский капитал в федеральном бюджете на 2021 год запланировано 443 миллиарда рублей. Теперь об изменениях, которые произойдут в столичных школах с 21 сентября. Учащиеся 5, 9, 10 и 11 классов перейдут на очную форму обучения. Также со следующей недели прекратится деление на группы учеников начальных классов. Как сообщили в пресс-службе окружной администрации, из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ в 2 школах Якутска на карантин закрыты по 1 классу.
Нерюнгринский театр кукол приступил к репетициям после ограничений, связанных с коронавирусом. Артисты готовятся к премьерному спектаклю «Каша из топора». Подробности в следующем сюжете. Кукольные персонажи со своими сказками, стихами, мастер-классами, которые радовали маленьких зрителей в соцсетях, заочное участие в федеральной программе «Большие гастроли», в онлайн-фестивале Костромского театра кукол «Кукольный остров», активное участие в городских и республиканских мероприятиях. Так проходил период самоизоляции для Нерюнгринского театра кукол. Сегодня труппа театра активно готовится к открытию 36-го театрального сезона. Намечены планы по участию в гастрольной деятельности и репертуару на предстоящий сезон. На выпуске спектакль детский «Каша из топора», спектакль для взрослых без маски. Вот. Ну, пока вот ближайшие планы такие, насколько нам позволит обстановка наша все это осуществить, покажет время. Очень надеемся на скорую встречу с нашим зрителем, ждем с нетерпением. Не здесь, видимо, пропажа. Какая пропажа? Видишь ли, тетка, барабан-то у меня непростой, волшебный. В премьерном спектакле «Каша из топора» режиссера Александра Иванова задействованы 5 актеров, которые уверены, что детям полюбятся как положительные, так и отрицательные персонажи за их темперамент, жизнелюбие и чувство юмора. В этом спектакле я играю роль солдата. Спектакль довольно-таки уже известный всем. О том, как солдат своей хитростью пытается обмануть жадную, скупую старуху. Музыка, свет, декорации готовы, роли прожиты, но еще не сыграны. Зрительный зал замер. Театр кукол в ожидании своих зрителей. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Якутское тревел-шоу «Отмороженное» получило приз зрительских симпатий Всероссийской премии «Звезда под рюкзаком». Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте автор и ведущая шоу Екатерина Карпухина. Проект «Отмороженное» стартовал на якутских каналах в феврале 2016 года. В каждом выпуске создатели рассказывают обо всех аспектах путешествия в регионе. Прокладывание маршрута, расчет бюджета, обязательные для посещения места, историческая справка и культурное наследие районов. Нюрбинский район. Это место для тех... Этнодраму «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова показали на основном конкурсе 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Напомним, что мероприятие проходит в Сочи, и из-за пандемии коронавируса его с июня месяца перенесли на сентябрь. Как прошел показ и каковы впечатления якутян от конкурса, с подробностями Айсена Бурнашова. Конечно, была радость. И с другой стороны была... Есть большая ответственность, то, что все-таки якутское кино впервые здесь. Это первое интервью режиссера Дмитрия Давыдова сразу после показа его киноленты «Пугало» на основном конкурсе фестиваля. Волнительно, ответственно и невероятно радостно. Еще бы, якутский фильм на 31-м кинотавре, главном кинематографическом мероприятии страны. А ведь на конкурс полного метра в этом году было подано 78 заявок. Выбрали лишь 13 лучших. Счастливая цифра, не иначе. И сценарий написал в 2018 году. Съемки у нас прошли год назад, в конце октября 2019 года в Ангинском районе, в разных поселках. Сняли мы все это быстро. Было у нас всего смен 10 всего. Фильм «Пугало» – это сочетание мистики, этно и настоящей драмы. Картина снята в Амге. Лента рассказывает о жизни местной целительницы-знахарки. Люди обходят ее стороной, боятся, но все равно приходят к ней за помощью. Самопожертвование, горечь и тяготы жизни, одиночество. Такую сложную роль главную героиню фильма сыграла заслуженная артистка Якутии Валентина Романова Ческырой. Дима предложил мне эту роль Пугало. Я согласилась. Я люблю экспериментировать. Я же импровизирую, поэтому мне очень понравилось. В основном конкурсе предусмотрено 9 наград, включая премии для операторов, сценаристов и композиторов. Председатель жюри Борис Хлебников, из его уст мы и узнаем, кто стал обладателем главного приза «Кинотавра». Помимо полнометражного фильма на фестивале также проходит конкурс короткого метра. Впервые и питчинг сериалов. Оглашение победителей состоится во время закрытия фестиваля 18 сентября. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Иван Черков, Сочи.
На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.